руководители, коллеги, участники и гости мероприятия. Рад приветствовать вас на первом Абхазском медицинском форуме. Для оглашения приветственного адреса президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня приглашается руководитель администрации президента Республики Абхазия Жасух Эдуардович Нанба. Прошу, пожалуйста. Приветствую участников Первого Абхазского медицинского форума, знакового для развития нашего государства события и, безусловно, значимого как по составу участников, так и по рабочей повестке. В настоящее время Абхазия по праву считается одним из лучших мест для жизни, отдыха и реабилитации. Этому предшествовала огромная работа по изучению феномена долгожительства и физико-географических условий местности, подготовка территории, строительство и развитие курортно-реабилитационной инфраструктуры на территории Республики Абхазия в дореволюционное и советское время. Все эти усилия не прошли даром, и мы сумели во многом сохранить это колоссальное наследие. В программе сегодняшнего форума достойное место занимают темы реабилитации, санаторно-курортного развития, сбережения здоровья населения, все то, что можно и нужно развивать в Абхазии при участии ведущих российских научных и медицинских учреждений и коллективов. Солидный состав участников форума свидетельствует о большой перспективе развития научной и сервисной медицины, огромном курортно-санаторном и реабилитационном потенциале Абхазии не только на местном и региональном, но и на международном уровнях. Хочу поблагодарить организаторов и участников за проявленный интерес. Убежден, что ваша работа – это начало большого пути, и объединив усилия лучших научных и медицинских коллективов, мы вместе сумеем принести пользу науке, технологиям, практике и, главное, людям, нуждающимся в результатах этой работы. Президент Аслан Бжаня. От себя лично хочу приветствовать всех участников форума и пожелать вам плодотворной работы. Мы очень верим, что за этой встречей, за нами пойдут люди, и самое главное, вы позволите создать условия, которые улучшат здоровье как наших граждан, так и наших гостей. Удачи вам! Спасибо, Жасух Эдуардович. В нашем мероприятии сегодня принимает участие вице-президент страны Бадра Зураба Ишгонба, спикер Народного собрания Лашан Угзарыч Ашуба, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Александрович Шургаля, депутаты парламента, члены правительства, коллеги, политические и общественные деятели. Рад приветствовать наших дорогих гостей. Отрадно отметить, что наш первый медицинский форум посетили ряд академиков Российской академии наук, Российской академии естественных наук, члены-корреспонденты, ведущие профессора и кандидаты медицинских наук, наши российские коллеги. Сегодня мы, без преувеличения, являемся свидетелями исторического события. Впервые в новейшей истории Республики Абхазия мы проводим медицинский форум, объединивший на своей площадке специалистов из разных областей медицины. Отдельную благодарность за помощь и организацию форума я хотел бы выразить президенту Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжаня, премьер-министру страны Александру Золотинскому Чуванкваб и нашим меценатам. Для приветственного слова приглашается ректор Абхазского государственного университета, академик РАЭН, академик ОМАН Олег Алексеевич Гварамев. Дорогие коллеги, я имею право так говорить, потому что наш университет тоже участвует во многих мероприятиях, которые связаны со здравоохранением в Абхазии. Вот хронологически. В 1981 году я, как тогдашний проректор по науке нашего университета, обратился к величайшему нашему ученому в то время Борису Аркадьевичу Лапину с предложением открыть на базе Института экспериментальной патологии и терапии базовую кафедру нашего университета. Эта кафедра выпустила
более 300 специалистов, врачей-биохимиков и других направлений. И у нас в университете постепенно готовится база для того, чтобы не только врачей, лаборантов, но и специалистов лечебного дела готовить. Это, вы все прекрасно знаете, непростое дело. Нужна очень серьезная материальная, техническая база, нужны финансы, что пока для нас не очень-то, так сказать, звучит оптимистически. Такая ситуация в Абхазии. А вот начатая в 1981 году инициатива университета, она сегодня дает очень серьезные плоды. Да. Когда началась война, нам стали выделять квоты на поступление, в том числе и на медицинской специальности. И вот идет война, а мы в Гудауте проводим вступительные испытания для того, чтобы послать молодежь в Башкирский медицинский университет. И сегодня с нами молодой человек Руслан Александрович Смыр, который защитил недавно докторскую диссертацию. А выпускники нашей кафедры совместной с институтом ЕПИТ подготовил около 20 кандидатов наук и одного доктора, и 3 сегодня работают над докторскими диссертациями. Вот началась пандемия, а мы были к этому готовы. Зинаида Всеволодовна Шевцова, ее супруг Баркаев Владимир Спиридонович, уже готовили кадры по коронавирусной инфекции. И когда пришлось нашим выпускникам проявить героизм, я бы сказал, находясь даже в красной зоне в Гудауте, в лабораториях Абхазии, все это дало очень серьезные плоды, и Абхазия, и ее университет достойно прошли эти годы пандемии. Я, конечно, с глубоким сожалением говорю о том, что нет сегодня и Зинаиды Всеволодовны. Молодые люди, выпускники этой кафедры, Нана Хашик и Арсен Венгерин, ушли из жизни, а они уже были кандидатами наук. Когда нас спрашивают, что вы намерены делать в будущем, я сказал, шагать вперед не хуже, чем до сегодняшнего времени. Посылы, которые были в наш адрес несколько лет назад, сегодня найдут свое решение, и в этом нам помогут сегодняшние наши гости, которые приехали в Абхазию, не потому что это, не только потому, что это такая прекрасная страна, там люди добрые и так далее, а приехали для того, чтобы поработать и помогать нам.
огромное. Вам всем за это спасибо и успехов нашему первому, надеюсь, не последнему медицинскому форуму. Приглашаем отец Виссарион. Пожалуйста. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица единосущная и нераздельная. Благословение Господне на вас, того благодати человеколюбия, всегда на ней и присно во веки веков. Христос воскресе! Христос good! Христос анести! На всех языках мира это приветственное, божественное слышится во всем мире. И мы сегодня также вместе с этим воскресшим Господом нашим Иисусом Христом радуемся. Но православная церковь всегда находилась рядом с апостолом Андреем Первозванным, также с апостолом Лукой врачом. Вот российское общество, Андрей Первозванный отсюда пошел в Киевскую Русь. И также апостол Лука врач тел. И здесь он соединяет тело с душою. Вот это и есть вот то общество, которое сегодня здесь вот собралось. И дай Господь нам всегда соединять телесные наши недуги, чтобы они исчезли, как исчезает дым. Христос приходил и показывал всему роду человеческому, как нужно исцелять, и Лазарь воскресший, 4-дневный, смердящий, лежащий. Вот в этом и есть симфония той ситуации, когда евреи выходили с египетского плена, вот медный змей, который символизирует медицину. Мы же вместе, и дай Бог, чтобы мы всегда были вместе. И вот то, что сегодня российское общество здесь имеет такую возможность сделать первый форум медицинский, дай Бог, чтобы мы всегда были вместе с Богом. А если будем мы с Богом, все болезни исчезнут обязательно. Как это, об этом говорит апостол Лука, врач. И дай Господь нам всегда быть вместе. Мир вам всем. Христос воскрес! Спасибо, отец Виссарион. Табу. Друзья, разрешите передать слово нашему гостю, уважаемому академику Российской академии наук, Российской академии естественных наук Юрию Анатольевичу Рахманину. Уважаемые члены президиума, уважаемые члены правительства, уважаемые члены Абхазской академии наук, уважаемые коллеги, члены медицинской и педагогической общественности, которые в первую очередь занимаются вопросами воспитания и здравоохранения в стране. От имени наших всех российских врачей, ученых, Российской академии наук, от президиума самой мощной общественной организации Российской академии естественных наук, вам огромный привет, пожелания здоровья, творческой нашей встречи, для того, чтобы она была результативной и была предвестником развития дальнейших наших тесных взаимоотношений во имя здоровья населения. И решите, вот у меня здесь появилась вот маленькая поэтическая зарисовка. Абхазия – чудесная страна. Ты для здоровой жизни Богом создана. Самой природой дан тебе простор от моря синего до снежных гор. И, сохраняя исторический свой род, живет здесь мужеством прославленный народ. И, отстраняя все ненужные преграды, сюда пришли высокие российские награды, о чем мы еще скажем. Абхазские, российские врачи сегодня объявляем дружно, хором, в Сухуми открываем мы Абхазский первый медицинский форум.
Слово для приветствия предоставляется президенту Академии наук Абхазии, академику, иностранному члену Российской Академии наук Зурабу Джотовичу Аджипову. Глубоко уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый Эдуард Валерьянович, дорогие наши гости, дамы и господа, позвольте мне от имени Президиума Академии наук Абхазии, всего научного сообщества нашей страны и от себя лично приветствовать вас, дорогие участники первого Абхазского медицинского форума. Поздравляю президента республики, министра здравоохранения, нас всех с открытием здесь и сейчас чрезвычайно важного форума, организованного Министерством здравоохранения Республики Абхазия совместно с Ассоциацией реабилитологов Абхазии и Российским медицинским обществом. Учитывая колоссальный опыт ученых Абхазии прошлых поколений, прежде всего Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, в числе ведущих направлений деятельности которого были и остаются эксперименты по изучению безопасности и иммуногенности вакцинных препаратов, учитывая также географическое положение и климатические особенности Абхазии, на мой взгляд, она могла бы стать центром медицины, центром полноценной реабилитации пациентов. Сегодня это особенно актуально, когда продолжаются жесточайшие военные действия в Донбассе. Одним из путей развития медицины, подготовки кадров в Абхазии является наше тесное сотрудничество с российским медицинским сообществом. Сотрудничество это было ослаблено, в том числе из-за распада СССР, экономических последствий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Сейчас в условиях новых политических и экономических отношений Республики Абхазия с Российской Федерацией эти прерванные взаимосвязи постепенно налаживаются. Яркое свидетельство тому и нынешний форум. Академия наук Абхазии, одним из приоритетных направлений которой является курс на взаимодействие с российским научным сообществом, готова оказать Министерству здравоохранения Республики Абхазия методическое, теоретическое и организационное содействие как в подготовке научных кадров через аспирантуру Президиума АНА, так и в проведении различных мероприятий, способствующих совершенствованию уровня медицины в нашей стране. Такую работу, можно сказать, Академия проводит с давних пор вместе с Институтом экспериментальной патологии и терапии АНА и Абхазским государственным университетом. Кстати сказать, буквально позавчера в Санкт-Петербургском государственном университете нашего аспиранта, точнее аспиранта Алисы Зауровны Матуа, Валерия Джинджоля, командированного отделом аспирантуры и подготовки кадров Президиума АНА, наградили дипломом второй степени за лучший доклад в секции патофизиология 26-й Международной медико-биологической конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина человека и его здоровья». Для нас это очень замечательный факт. Программа форума, состав участников и тематика докладов вселяют уверенность в том, что первый Абхазский медицинский форум станет систематической площадкой, знаковым явлением для начала серьезных перемен в области медицины в Абхазии. Желаю вам, дорогие участники форума, плодотворной и результативной работы. Спасибо. С приветственным словом попросим обратиться директора Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, доктора медицинских наук, академика РАЭН, заслуженного врача Республики Абхазия Зураба Исоновича Микваби. Глубоко уважаемый президиум, уважаемые гости,
друзья, коллеги. Ну вот, я думаю, что мы наконец дожили до того, что у нас первый медицинский форум. Хотя это лежало на поверхности все эти долгие годы, но это произошло только сегодня, и произошло благодаря нашим гостям. Вы знаете, я когда впервые прочел перечень фамилий, которые приезжают, я первое время не поверил даже своим глазам. Огромное вам спасибо. И я знаю, что вы не просто так приехали, а приехали для того, чтобы нам помочь. Я хочу в нескольких штрихах нарисовать и, может быть, добавить развитие абхазской медицины. Ведь когда началась война, вот я прошу всех прислушаться к этой цифре. В Центральном военном госпитале в Гудаутах, а это большой госпиталь, работало 3 хирурга, 3, 1 анестезиолог. Ну, это все объяснимо, потому что в то время до нашей войны абхазцев в Абхазии жило 17%. А медиков, если идти по этой цифре 17%, намного меньше. И спасибо России, откликнулись они первыми. Через 2 месяца у нас уже была военная бригада из госпиталя в Подольском. Потом приехали волонтеры. Кстати, вот завтра приезжают ко мне 2 людей, которые работали в бригаде, которая оперировала Ельцина. Они анестезиологи, и вот завтра приезжают в гости. И прошло какое-то время, когда вот сегодня говорили, во время войны Россия очередной раз пошла нам навстречу, выделены квоты были на обучение наших ребят, девочек в медицинских вузах. И только через несколько лет после войны начали как-то заполняться отделения. Ведь закончилась война, а для нас война продолжалась еще несколько лет, потому что я не помню, чтобы 2 дня подряд кто-то из врачей, которые тогда работали в больнице, они ночевали дома. Я помню, большое неудачное, к сожалению, наступление было, мартовское. И вот тогда мы за неполных 3 дня приняли 300 пациентов, которых оперировали. Мы эти 3 дня, даже больше, конечно, жили в операционной. А ассистировали нам акушеры-гинекологи, стоматологи, медсестры и так далее, и так далее. Но прошло какое-то время, как я уже говорил, отделения начали заполняться, и мы, прошедшие все это, вот честное слово я вам даю, мне вот сейчас понятно, что сделали медики в то время. Я не говорю только о врачах, это и медсестры, это и санитарки. Вот здесь находится у нас заведующий медико-санитарным батальоном. Я прошу на минутку встать его. Это Шоуа такой, к сожалению, зная его скромность, он, наверное, не встанет. А ведь нам пришлось... Спасибо. Вы помните, наверное, все те, кто закончил институты, военно-полевую хирургию, изучали мы поскольку-постольку. А нам пришлось все это изучать и наяву, и по книгам, потому что люди, которые это знали бы досконально, у нас просто их не было. И я хочу, представляя ИЭПИД, конечно, не могу не сказать 2-3 слова о нем. Наш институт, мы никогда в стороне не стоим, вот сейчас
прошла пандемия двухлетняя, 5 наших девочек, которые там и день и ночь работали, они были награждены правительственными наградами. И я вам скажу, что нас врасплох эта пандемия не застала, потому что вот сегодня говорили мельком об этом. У нас в конце 80-х годов в институте произошла спонтанная инфекция ковида, ковида обезьяньего. Но если не учитывать, что точки, может быть, поражения немножко разные, а течение, в общем-то, во многом одинаковое, и наш институт очень глубоко ввел эту работу. У нас защищена по этой теме кандидатская тема. И если бы не наступила бы наша война, то к началу этой пандемии, которая закончилась год тому назад, человечество, в нашем лице, уже имело бы наборы. Ведь вы помните, наверное, когда началась пандемия, все силы медиков мира брошены были как раз на производство этих. А у нас они уже были бы. Я смотрю на вас, еще раз говорю, прочел списки гостей, и я горд. Горд тем, что ведь никогда не приезжают люди в те места, которые безразличны им. Никогда не приезжают туда, где что-то не делается. Единственное, это мое личное мнение, может, кто-то с этим не согласен, я хочу сказать, что как раз это направление реабилитации, на мой взгляд, у нас в стране развиты довольно плохо. Да, есть пионеры, благодаря которым Тхагуш, благодаря ему буквально после окончания войны проводится большая работа по реабилитации спинальников и вообще инвалидов войны. И если исключить несколько пионеров, которые занимаются, скажем, детством, у нас реабилитации как таковой, как она должна быть сегодня, в стране нету. А ведь посмотрите, у нас вся Абхазия – это огромный реабилитационный центр. Это море, это климат, это солнце, это бальнеология. Здесь все абсолютно, что для реабилитологии нужно. И я еще раз говорю, что благодаря нашим гостям, я думаю, что эта позиция у нас двинется с мертвой точки. Я еще раз вас всех поздравляю вас, наш Минздрав, и позвольте мне небольшой подарок, я думаю, в большом вашем хозяйстве это пригодится. Это ноутбук хороший, я думаю, вам пригодится. Спасибо, Зураб Ясунович. Я хотел бы передать слово для приветствия моему большому другу, академику Российской академии естественных наук Евгению Евгеньевичу Ачкасову. Глубоко уважаемый Эдуард Валерьянович, уважаемые члены президиума, уважаемые участники форума. Знаете, я смотрю в зал, свободного места нет. И, конечно, это отражает то, что такой большой интерес вызывает проводимое мероприятие. И ведь это новая веха в развитии российско-абхазских взаимоотношений в сфере науки и медицины. Подобного не было. И, конечно, тот десант, я бы сказал, ученых, профессоров, академиков Российской академии наук, Российской академии естественных наук, он, уж честно говоря, я признаюсь, и для России это не очень частое явление в таком составе. И вот у нас присутствует 6 членов Российской академии наук, 4 члена Российской академии естественных наук. У нас присутствует более 5 заведующих кафедрами ведущих медицинских вузов страны. И все они собрались в одном месте. И, конечно, это было бы невозможно без инициативы Министерства здравоохранения Абхазии. Это просто было бы нереально. И то, что Эдуард Владимирович Будба, участник Отечественной войны народов Абхазии, выпускник Сеченовского университета, того университета, которого представляю я и многие члены делегации, конечно,
благодаря его инициативе такое стало возможным. Это дорогого стоит. И, коллеги, конечно, вот сегодня звучали слова о том, чтобы это было не однократное мероприятие. Да, конечно, нет. Я в этом абсолютно уверен. Потому что есть абсолютное понимание необходимости развития медицины, совместного развития. Очень важные аспекты определены. Мультидисциплинарно у нас сегодня конгресс. Он не только реабилитологического профиля. Акценты, конечно, реабилитологические. И знаете, коллеги, сегодня, в эти дни, проходит Совет Всемирной медицинской ассоциации. В Кении, в Найроби проходит. Именно в эти дни. Россию там представляет Российское медицинское общество. И вот я, как руководитель этого общества, выбрал присутствие в Абхазии. И знаете, это очень важно. Развитие профессионального врачебного сообщества в стране. Это основа вообще создания профессиональной коммуникации врачебной. И то, что по инициативе, с поддержкой министра впервые в Абхазии создано первое профессиональное объединение врачей, и это стали реабилитологи, ассоциация реабилитологов Абхазии. Это очень важное событие, оно не может пройти незаметно. И только недавно создалась ассоциация, и уже ее результат работы, то, что тематика выбрана мероприятия сегодняшнего во многом реабилитационной направленности. Видите, насколько это важно? Поэтому, конечно, да, и у нас вот присутствует, да, руководитель ассоциации, поэтому я думаю, это хороший пример для других врачебных специальностей. Поэтому, коллеги, я еще раз благодарю за приглашение в Абхазию, на приглашение на этот форум и руководство страны, и всех делегатов. Мы очень рады присутствовать и хочу пожелать удачной, нам плодотворной работы. Спасибо, Евгений Евгеньевич, Спасибо. Итак, слово предоставляется министру здравоохранения Республики Абхазия Будбу Эльдару Валерьяновичу с сообщением состояния системы здравоохранения в Республике Абхазия, новые пути повышения качества и доступности медицинской помощи населению. Уважаемый вице-президент, спикер парламента, дорогие коллеги, гости. В своем докладе я хотел бы проинформировать вас о положении дел в медицине в Республике Абхазия и о том, какие мероприятия проводятся для повышения качества оказываемых медицинских услуг, их доступности и эффективности. Для более четкого понимания картины начну, пожалуй, с истории. Отечественная война народа Абхазии 92-93 годов нанесла колоссальный урон системе здравоохранения республики, разрушив не только более 80% материально-технической базы, но и привела к острой нехватке кадров. С первых послевоенных лет, вплоть до 2008 года, страна испытывала колоссальные сложности. В условиях ограниченных ресурсов самостоятельно решала свои проблемы отрасли. После признания Российской Федерации независимой Республики Абхазия в августе 2008 года и подписания в декабре 2014 года договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами, в рамках подписанных межправительственных договоров открылись не только новые возможности в лечении и лекарственном обеспечении наших граждан, но и возможность гармонизировать законодательство двух стран в сфере охраны здоровья. Благодаря инвестиционной программе социально-экономической помощи республики за счет средств Российской Федерации были реконструированы и оснащены некоторые медицинские учреждения системы здравоохранения. Неоценимую помощь оказало правительство Российской Федерации, вперед постигшее всех нас беды – пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В поддержку, еще раз хочу подчеркнуть, в поддержку абхазских коллег в республику прибыли высококвалифицированные медики из Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, за что им отдельное спасибо. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для отечественной системы здравоохранения. Минздравом были оперативно мобилизованы все имеющиеся кадровые и технические ресурсы. Главный ковид-госпиталь был развернут в городе Гудаута. Далее, по хронологии событий, пришлось разворачивать красные зоны в районных ЦРБ, но это уже совершенно другая история. Колоссальные, еще раз хочу повторить, пиковые нагрузки мы проходили в этот сложный период с вами вместе. Благодаря самоотверженной работе медиков и беспрецедентной финансовой и административной поддержке руководства страны, благотворительных организаций, диаспоры, представителей бизнеса удалось взять ситуацию под контроль.
В этот период Минздрав и вся система здравоохранения испытывали неимоверные сложности, несли колоссальные нагрузки. Охрана здоровья населения страны является главной задачей Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Вы знаете, как немало было сделано параллельно с борьбой ковид. Вкладывались и вкладываются огромные, беспрецедентные средства в покупку передового оборудования. Благодаря этому мы начали переводить службу на совершенно иной, качественный уровень. В наших лечебных учреждениях стали проводиться высокотехнологические оперативные вмешательства. Да, может, не все сразу, да, может, не все получается, но мы в этом направлении очень активно двигаемся. По оборудованию, вот сейчас хочу просто, может, дополнить, в детскую нашу республиканскую больницу завезено оборудование, настраивается, которого вообще не было эндоскопического, начиная от ИОПа и заканчивая гастро- и колоноскопами для детишек. Также огромное внимание уделяется нашему передовому лечебному учреждению республиканской больницы, Национальному онкологическому центру. Очень много будет сделано для того, чтобы современное оборудование пришло в Республику Абхазия, и наши коллеги работали на передовом оборудовании. Большие средства финансовые тратятся также на лечение граждан за пределами Республики Абхазия. Да, к сожалению, мы пока не можем оказывать весь спектр медицинских услуг на территории Республики Абхазия, но я вас уверяю, придет то время, когда мы здесь будем делать все крупные оперативные вмешательства. И будем развивать и медицинский туризм тоже, как выше сказанные докладчики говорили о том, что у нас самой природой дано, чтобы мы и реабилитацию здесь могли сделать, и круглосуточно, круглогодично принимать наших уважаемых гостей, и в межсезонье. Никаких проблем с этим нет. Поэтапно начинает в полную меру действовать полис обязательного медицинского страхования. В этом направлении нами по поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжаня проведена огромная работа. Большой процент граждан нашей республики госпитализируются в клинике Российской Федерации по полису, получают необходимые услуги в рамках ОМС. Для кого-то это может сейчас удивление, но мы работаем в этом направлении активно. Скажем откровенно, не все медучреждения ранее охотно оказывали помощь по полису ОМС, потому что выданные гарантийные письма Республики Абхазия обеспечили пополнение внебюджетных средств лечебного учреждения. На сегодняшний день в этом направлении ощущаются существенные подвижки. Как известно, состояние здоровья граждан страны во многом определяет способность его к увеличению численности населения, обеспечению им своей безопасности от возможных угроз и влияет на процессы развития страны. Поэтому государству приходится уделять охране здоровья своих граждан повышенное внимание и постоянно совершенствовать систему оказания качественных и доступных медицинских услуг. Целью развития здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни граждан и укрепление здоровья. Основные направления развития – это соблюдение прав граждан в сфере охраны и здоровья и обеспечение связанных с этим правами госгарантий, совершенствование управления системой здравоохранения, совершенствование системы медицинского страхования, развитие информатизации здравоохранения, кадровое обеспечение системы здравоохранения, развитие международных отношений в сфере охраны здоровья граждан. На наш взгляд, для реализации вышеуказанных направлений необходимо: первое – разработка и принятие совершенно новой, с учетом существующих мировых стандартов программы развития здравоохранения на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом проведения структурных преобразований органов управления здравоохранения с целью повышения их эффективности. При этом имеется в виду централизация системы здравоохранения с прямым подчинением районных и городских лечебных учреждений напрямую Министерству здравоохранения Республики. В настоящее время система здравоохранения в Республике Абхазия представляет собой устаревшую систему организации с горздравами и райздравами, далекую от современной модели. Централизация позволит правильно распределить не только материальные, технические и кадровые ресурсы, но и быстро реализовывать принятые решения с наличием обратной связи. Вопросам централизации хочу еще уделить буквально несколько секунд. Во время пандемии COVID-19, когда централизованно было передано Министерству здравоохранения головное учреждение госпиталь Гудаутский, когда инфекционная больница напрямую подчинялась Минздраву, было управление централизованное без тех механизмов, бюрократических, которые на сегодняшний день останавливают, на мой взгляд, вот эти сложные процессы. Надо решать быстро, оперативно сегодня и сейчас. И наша задача Министерства здравоохранения в круглосуточном режиме реагировать на все нужды и чаяния наших граждан в любое время суток. Второе. Создание и совершенствование нормативно-правовой базы развития здравоохранения.
совершенствование нормативных документов, регламентирующих профессиональную деятельность работников учреждений, разработка стандартов с перечнем гарантированной медицинской помощи, представляемой гражданам за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Следующий пункт – это разработка и реализация целевого проекта по подготовке медицинских кадров высшего звена, а также повышение уровня профессионального образования работника разных сфер, в том числе фармацевтической. Вот сегодня говорили, уважаемые коллеги, о том, что крайне необходимо повышать свой профессиональный уровень. Да, медицина не стоит на месте, постоянно требует развития, обучения. И сегодня наш Абхазский медицинский форум тому свидетельство. У нас будут следующие доклады, которые вы все услышите. Внедрение в медицинскую практику мотивационных механизмов, стимулирующих деятельность работников здравоохранения, совершенствование системы непрерывного медицинского образования на всех уровнях, создание условий для повышения материально-технической оснащенности лечебных учреждений, с максимальным внедрением малоинвазивных методов лечения, а также повышение информатизации или, выражаясь современным языком, цифровизации и организации системы здравоохранения на всех уровнях с обеспечением безопасности хранения персональных данных, что немаловажно. Учитывая реалии современного мира, невозможно развитие медицины без международного обмена накопленным опытом, научными достижениями и объединением усилий для достижения более высоких результатов. Министерство здравоохранения Республики Абхазия принимает во внимание важность взаимодействия с коллегами разных стран и поэтому ценит высокий уровень доверительных взаимоотношений с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Абхазия издавна славилась своим целебным климатом, бальнеологическими лечебницами и курортами, которые способствовали качественному отдыху, лечению и реабилитации. История наших курортов и бальнеологии ведется с 1903 года, когда по указу императора Николая II в Абхазии была создана первая климатическая станция. В советское время курортология Республики Абхазия активно развивалась. В 1938 году в Сухумах был торжественно открыт первый НИИ курортологии, который наряду с Всесоюзным институтом экспериментальной медицины и другими впоследствии открывшимися научными институтами создали прочную научную основу для развития советской курортологии и реабилитологии. Следует отметить, что, учитывая субтропический климат, отдых, реабилитация были актуальны и в период межсезонья. Сегодня Министерство здравоохранения Республики Абхазия видит острую необходимость в использовании климатического, бальнеологического потенциала в целях решения многих вопросов реабилитации. Дорогие друзья, искренне надеемся, что первый Абхазский медицинский форум с участием высоких гостей, известных ученых, явится отправной точкой в решении намеченных целей и задач. Спасибо за внимание. Для доклада приглашается Николенко Владимир Николаевич, заведующий кафедрой анатомии и гистологии человека первого МГМУ имени Сеченова Минздрава России, заведующий кафедрой нормальной топографической анатомии МГУ имени Ломоносова, заслуженный работник Высшей школы РФ, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук. Высокочтимые руководители, представители ключевых структур Республики Абхазия, дорогие друзья, дорогие коллеги, я осознаю ту великую честь, которая выпала мне, историческую честь, выступить на первом медицинском абхазском форуме. Придавая большое значение этому событию, председатель Союза ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, академик РАН, ректор Первого Московского государственного медицинского университета Петр Витальевич Глыбочка направил в Республику Абхазия большую делегацию представителей Сеченского университета. Конечно, по заявленному докладу охватить то, что произошло в первой четверти 21 века, это нереально. Нереально нарисовать целостную картину, нереально даже сделать эскиз того, что произошло. Это какие-то штрихи, это только какие-то мазки этой картины, которая будет
осознаваться, рисоваться в следующие годы. Страна, не развивающая науку, превращается в колонию. Всем известные высказывания. Переход в 21 век, переход в третье тысячелетие. Мы ждали от него что-то необычное. В новогоднюю ночь мы смотрели на небо, ждали, что-то произойдет. Прошла эта ночь, и на следующую ночь на самом деле пошел звездопад открытий и достижений третьего тысячелетия. Вчера мы посетили национальное достояние Республики Абхазия, ботанический сад, и чтобы ощутить аромат прекрасной республики, мои коллеги вдыхали этот аромат вместе с запахами прекраснейших растений, которые цветут в настоящее время в ботаническом саду. Академик Ачкасов, академик, ведущий иммунолог, академик Караулов, виртуоз пластической эстетической хирургии Шарабара и, конечно, колоритнейший профессор Журулах Ашуев. Что мы знаем об обонянии? Да, это способность ощущать через ароматы наш мир. И вот то, что мы знаем, это базовые знания об обонянии, но с обонянием мы столкнулись при ковидной инфекции, и когда обоняние стало одним из ведущих симптомов заражения этой вирусной инфекцией. И понятно, что восстановление, реабилитация обоняния, она сейчас занимает одно из, наверное, 12-13 ведущих проблем постковидной реабилитации. Коллеги, я передаю привет и от своей многочисленной студенческой аудитории Первому Абхазскому медицинскому форуму. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Следующий докладчик Эмухвари Ильяна Владимировна, главный врач реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, Республика Абхазия, город Сухум. Параллельно хотел бы сказать, уважаемые друзья, пока Ильяна Владимировна подходит, параллельно с нашим форумом на территории Республиканской больницы города Сухум проходит мастер-класс по тотальной замене коленного сустава. 2 операции, 2 оперативного вмешательства. Коллеги из Российской Федерации приехали специально для того, чтобы провести мастер-класс. И в данный момент проводится операция, правильно, Эрик Эдуардович, по замене коленного сустава впервые в таком объеме. Сначала будет 1 пациент, потом 2 пациент. В планах сегодня 2 операции по тотальной замене коленного сустава на территории Республиканской больницы города Сухум. Дальше у наших уважаемых коллег, помимо сегодняшней программы, еще такая насыщенная рабочая программа, когда поедут в наши центры консультировать наших больных. Даже великие академики сегодня поедут смотреть наших пациентов по профилю, по аллергологии, иммунологии, по неврологии, по реабилитации, по разным специальностям. Определенный график у нас уже есть, проговорено, и у нас здесь находятся и стоматологи, и челюстно-лицевые хирурги, и нейрохирурги, присутствуют и неврологи, которые поедут консультировать. По поводу Караулова я уже сказал, академик, да, который поедет консультировать по своему профилю, это аллергология, иммунология, за что вам всем огромное спасибо. Тогда, Ильяна Владимировна, спасибо, давайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотела вам представить доклад о структуре и организации работы Государственного учреждения Минздрава Республики Абхазия «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями». С целью создания условий для проведения профессиональной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2013-2015 годов, принятую
при президенте Республики Абхазия Анквап Александре Золотинсковиче было включено создание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Подобная служба создавалась в стране впервые. Приказом министра здравоохранения Республики Абхазия Гов Анзора Назруновича от 5 февраля 2015 года, исполняющей обязанности первого директора реабилитационного центра Ади Фиратовны Абухба, было поручено принять все меры, связанные с созданием и функционированием реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, утвердить уставные документы, штатное расписание центра, организовать подбор и подготовку персонала, обеспечение необходимым оборудованием. Реабилитационный центр был создан 17 апреля 2015 года. На открытии центра присутствовал заместитель председателя правительства Российской Федерации Хлопонин Алексей Геннадьевич. Центр располагается в городе Сухум в двухэтажном здании площадью 800 квадратных метров, расположенном в шаговой доступности от городской набережной, рядом с парковой зоной. Здание оборудовано лифтом для подъема детей, передвигающихся в колясках. Вокруг здания создана доступная для них среда. Все стены в коридорах и лестницы снабжены перилами для передвижения детей с навыками активной ходьбы. В центре предусмотрен стационар на 20 коек для круглосуточного пребывания детей с сопровождающими лицами, проживающих в отдаленных от города Сухум районах Абхазии. Работает кухня-столовая, в которой организовано для них трехразовое питание. Вся работа специалистов по реабилитации, медицинское обеспечение детей, питание и пребывание в стационаре финансируется за счет государственного бюджета. Профиль центра – реабилитация детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и нарушениями развития в стадии ремиссии. Педиатры выявленных на участке детей с заболеваниями и нарушениями развития нервной и опорно-двигательной систем направляют на консультацию к неврологам и ортопедам, соответственно, которые в дальнейшем при наличии показаний направляют детей в реабилитационный центр для проведения комплексной реабилитации. Курс реабилитации в центре длится 4 недели с кратностью 2-3 раза в год. Расположенный на первом этаже зала лечебной физкультуры оснащен разнообразными тренажерами. Шведская стенка, мячи различных размеров и текстуры, брусья для коррекции ходьбы, установка Гросса, костюмы Адели и Регент, ходунки с различных моделей, вертикализаторы различных размеров, беговая дорожка, велотренажер, тренажер Бубновского, кушетки для лечебной физкультуры с электроприводом. Имеется также динамометр, угломер для оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата. Физиотерапевтический кабинет оборудован аппаратами для проведения магнитной и лазерной терапии, электрофореза, парафинотерапии. Имеется имитатор опорной нагрузки Корвист, одеяло Денос, галоингалятор. В центре также работает кабинет аудиометрии, в котором имеются аппараты по исследованию остроты слуха, а именно аппарат отоакустической эмиссии, которую проводят всем детям с расстройствами психологического развития и детям младше 6 лет в нашем центре, аудиометрия и тимпанометрия. Также в центре есть небольшой бассейн площадью 5 кубических метров с гидромассажем. Направленный для прохождения курса реабилитации в центре ребенок вначале осматривается мультидисциплинарной командой специалистов в составе невролога, травматолога, ортопеда, психиатра, врача ЛФК, физиотерапевта, педиатра, клинического психолога, которые формируют каждому ребенку в зависимости от нозологии и тяжести и особенностей течения заболевания индивидуальный план реабилитационных мероприятий. Он может включать в себя медикаментозную терапию, механотерапию, массаж мануальный и гидромассаж, занятия в бассейне, кинезотерапией, физиотерапию, коррекционные занятия со специалистами, дефектологом, психологом, логопедом, арт-терапевтом, педагогом, воспитателем. Особую роль в реабилитационном процессе имеет лечебная физкультура. При составлении программ коррекционных физических упражнений учитывается последовательность этапов двигательного развития младенца первых лет жизни, независимо от возраста ребенка. Даже если ему уже 4-5 лет, в работе с ними определяется тот уровень двигательного развития, на котором он остановился. С него и начинается выстраивание коррекционных программ.
Важное значение для развития движения у детей имеет упражнение в воде, гидрокинезотерапия, под воздействием которой нормализуются процессы возбуждения и торможения, снижается мышечный тонус, а ритмичные движения ног создают благоприятные условия для формирования и усиления опоры нижних конечностей. Используется и лечебный массаж. В процессе реабилитации нами также используются ортопедические приспособления, ортезы, в частности, изготовляемые для детей по индивидуальным гипсовым слепкам, ортезы для стопы и голеностопного сустава, корсеты, технические средства реабилитации, ходунки, вертикализаторы. У детей с ДЦП наряду с консервативными средствами терапии, а также в случаях, когда их потенциал, очевидно, недостаточен или исчерпан, применяются методы оперативной коррекции двигательных нарушений, для проведения которых дети направляются за пределы Республики Абхазия. С 2016 года 2 раза в год фондом Ашана совместно с фондом АПСНы приглашается врач-ортопед из научного центра травматологии и ортопедии Минздрава Республики Абхазия, доктор медицинских наук, профессор Даниэлян Авсеп Аведикович, который на базе нашего центра проводит консультативный прием детей с детским церебральным параличом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, отбирая тех, кто нуждается в оперативной коррекции или проведении исследования биомеханики движения для решения вопроса дальнейшей тактики ведения этих детей, а также нуждающихся в использовании ортопедических приспособлений ортезов. Изготовление индивидуальных ортезов детям согласно гибковым слепкам, проведение исследования биомеханики движения и оперативная коррекция контрактур в научном центре травматологии и ортопедии Минздрава Республики Армения финансируется фондом Ашана. После нескольких лет упорной работы воздействие всего комплекса реабилитационных мероприятий, включая оперативное, иногда неоднократное вмешательство, до 15% детей с детским церебральным параличом смогли улучшить свои возможности к передвижению. Часть детей смогла начать ходить с помощью дополнительных приспособлений, а часть ходить уже без них. До 40% детей, пришедших к нам в раннем возрасте с диагнозом перинатальное поражение центральной нервной системы и задержка моторного развития, стало самостоятельно сидеть, держать спину, а затем и ходить. За период реабилитации наблюдается заметная положительная динамика у детей. Улучшается поведение, увеличивается объем памяти, улучшается концентрация внимания, обогащается словарный запас, улучшается мелкая моторика. Около 30% детей, проходивших в нашем центре запланированные комплексные курсы реабилитации на протяжении 3-4 лет, успешно поступили в общеобразовательные школы. В данный момент нам необходимо подготовить специалиста и оборудовать кабинет сенсорной интеграции. Ценностью центра является совмещение медицинского сопровождения и устойчивых педагогических условий. Для координации усилий на всех этапах реабилитации необходимо также подготовить врача-реабилитолога. Спасибо за внимание. Спасибо, Лена Владимировна, спасибо. Рахманин Юрий Анатольевич, главный научный сотрудник ФГБУ, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА России, ФГБУ, Федеральный научный центр гигиены имени Рисмана Роспотребнадзора, заслуженный деятель науки, академик Российской академии наук. Уважаемые коллеги, начнем от сотворения мира, от Библии. «И была тьма, и был хаос, и Дух Божий носился над водою. И был день первый, и разделил Бог воду, то, что на твердью, на небесную, и на подземную, на земную. До человека дошел на 7-е сутки». Отсюда вы должны понимать, откуда идет все живое, и без воды его по существу нет. Воду, которую мы видим, вот по новой классификации, которую предлагаю, разделяем на 6 видов вод. Поверхностные природные воды рекреационного и спортивного применения. К ним требования предъявляются: отсутствие механических, эстетических нарушающих образований и микробиологическая безопасность, эпидемическая безопасность. Это отражено в соответствующих документах. А дальше подземные и поверхностные минеральные воды бальнеологического применения и воды питьевого применения. Они разделяются на употребление из источника,
где нужно медицинское заключение, и разливаемые в бутылки, где нужно бальнеологическое заключение. Значит, поверхностные и подземные пресные воды для централизованного и децентрализованного водоснабжения, упакованные пресные воды и вот новый вид – функциональные питьевые воды. Вот что это такое, мы сейчас постараемся оценить. Вторая группа – минеральные болоньические воды. Они сегодня подразделяются на 10 основных групп. Сегодня в регистре российском 91 вода, зарегистрированы 21 лечебная, 70 лечебно-столовых. Всего минеральных вод в России насчитывается от 4 до 5 тысяч, а сейчас подготовлен атлас, включающий 561 наименование. Но в регистр вошло пока 91 проверенных и хорошо изученных вод. На это очень важно обратить внимание. Ну, известно, что вода является важным поставщиком и минеральных компонентов. Ну, в частности, кальция, магния, фтора, йода, что наиболее важно для нашего организма. Теряя воду, человек умирает. Все наше здоровье формируется на здоровой водной матрице. Если она здоровая, то и будет и здоровое формирование. Это очень важно отметить. Основные источники загрязнения вод, используемых для централизованных систем водоснабжения, они хорошо известны. Разрешите не останавливаться. Для краткости я заранее скажу. Наши слайды можете скатать все и использовать в своих учебных программах. Мы для этого вам и делаем, для того, чтобы не разжевывать сейчас отдельные детали, а вы могли в этом разобраться сами, но эти источники известны, следовательно, мы с ними можем бороться и предупреждать ненужное загрязнение. Почему предупреждать? Потому что барьерная роль существующих способов водоочистки ограничена. Вот она здесь представлена. Даже при очень высокой степени водоочистки 99,9% для oocyst, криптоспоридия и для цветности и мутности воды, если они высокие, высокой эффективности недостаточно. Все равно отмечаются нарушения. Отсутствует вообще барьерная роль для тяжелых металлов и солей. Мы это хорошо знаем. Но есть и ухудшение. К сожалению, любая обработка – палка о двух концах. Одним достигаешь эффекта, скажем, обеззараживания, а другим получаешь вот эффект наличия опасных химических соединений. И на этом остановимся. При обработке воды хлором, если есть анилин, образуется 12 новых соединений, причем 6 канцерогены и мутагены. Опаснее, чем сам хлор и чем анилин. Но образуется сильный окислитель, образует мутагены и канцерогены, ну и остальные соединения. Ультрафиолет значительно меньше. Вот сейчас ультрафиолет возвращается, ренессанс идет ультрафиолета, и мощные ультрафиолетовые установки сегодня используются практически на всех водопроводах. Озон. А давайте озонировать кислородом. Он же тоже сильный окислитель. Если есть толуол, образуется 11 новых соединений, из них 5 мутагены и канцерогены. По данным Соединенных Штатов Америки, хлорированные и озонированные соединения вносят от 5 до 15% в увеличение онкозаболеваемости населения. Значит, поэтому какую воду мы используем, загрязненная она, или мы ее бережем исходно, и какие методы водоподготовки мы используем, очень важно. Вот здесь представлены, вы ознакомитесь об этом подробнее позже, те вот методики новые, которые опробированы нами. Мы опробировали около 30 различных методов новых водоподготовки.
И, конечно, сейчас вот достаточно широко внедряются мембранные методы на уровне ультра, микро, нано фильтрации в зависимости от состава воды, которые позволяют значительно снизить вот те проблемы, о которых я уже говорил. Следовательно, этот опыт России накопленный надо использовать и здесь. Вот по просьбе Илюзимова в Калмыкии, по городам, вот были сделаны вот анализы по общей схеме, что обнаружили? Ну, повышенная минерализация и жесткость. Мочекаменная болезнь, от этого в основном и были вот направлены все медицинские усилия. А когда сделали углубленный анализ, увидели, что речь идет и о кариесе зубов, и онкологической генетической патологии, отклонение функций сердечно-сосудистой и кроветворной системы, репродуктивные функции у мужчин и женщин. Это гораздо опаснее, чем речь идет о мочекаменной болезни. Значит, как жираф зарывать голову в песок и не видеть всю панораму нельзя. Значит, углубленный анализ нужно иметь современную лабораторию. На республику надо иметь одну современную лабораторию для того, чтобы делать полноценный анализ вот воды и знать все ее болевые точки. Тогда мы можем это дело исправить и откорректировать. Вот для бутилированных вод были нам разработаны категории качества. Чем они отличаются? Если для водопроводной воды 56 обязательных показателей, для расфасованных бутилированных вод, как продукта питания уже, предназначенного исключительно для потребления, вот 93 показателя надо изучать. Нельзя ограничиваться 10-15. Из них по 24 показателям в первой категории нормативы ужесточены от 2 раз до 5000 раз. Алдерин, симазин не должны быть в этой воде, а в этих количествах они допускаются для водопроводной питьевой. Высшие категории здесь по 17 показателям еще более ужесточены нормативы, особенно по токсикантам 1 и 2 класса опасности, то есть по наиболее опасным. И по 9 показателям разработаны не только максимальные уровни, но и минимально необходимые, потому что самая чистая в химическом отношении дистиллированная вода непригодна для питьевого потребления. Через 4-5 месяцев попадете на больничную койку. Но это нужно понимать. И вот определены на примере 75 вод ориентировочные показатели, где активны, где оптимальны, и где. Значит, можно вот использовать. И, наконец, последний слайд. Это вода Мальдилиани. В бутылке 5 килограмм золота. Стоимость 3 миллиона 300 тысяч долларов. Но почему вода? Почему не вино, не коньяк, не оливковое масло, а вода? Задумайтесь, это очень серьезный сигнал о том, что вода дороже всего на свете. Спасибо, Юрий Анатольевич, спасибо. Слово предоставляется Анатолию Епофеевичу Быкову, заведующий кафедрой спортивной реабилитации Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Россия, Сочи, город Сочи. Уважаемый Эдуард Валерьянович, уважаемые гости, коллеги Высокого собрания, это первый форум абхазский, и полагаю, что здесь должны быть сейчас определены, и в докладе министра здравоохранения мы услышали проблемные системные вопросы и поиск решения этих проблемных системных вопросов. Все наши пожелания и даже прекрасные знания профессиональные, они не будут реализованы, если не будет под это сформирована нормативно-правовая база. Республика богата
интеллектуальным потенциалом, научным потенциалом. Он в свое время был вписан в единую структуру образования, науки Советского Союза. И когда мы говорим по тем проблемам, которые касаются вопросов курортного дела, курортологии, в целом это действительно наука, которая создала уникальные хозяйствующие субъекты, как сегодня выражаться выгодно, это санаторно-курортный комплекс, обосновала научного, и проведены серьезные фундаментальные исследования, которого не было в мире, и сегодня его не существует. Но последние десятилетия она стагнировала. И вот говоря о развитии санаторно-курортного комплекса и ее структурных подразделений и инфраструктуры, я бы выразился так: назад в будущее. То есть взять все то лучшее, что накоплено, и на новой технологической основе двигаться вперед. Все, что касается нормативно-правовых документов, конечно же, нужно сформировать, я не знаю, может быть, они есть, но тогда адаптировать национальные стандарты использования, применения курортных ресурсов, которые бы обеспечивали их сохранение, возобновление и как одного из ведущих потенциалов природных ресурсов лечебных в реализации задач медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, оздоровления, то есть включая все вопросы, касающиеся здоровья нации, ну и, естественно, населения всех тех стран, которые будут прибывать сюда. Именно с первичной профилактики, вот в этом отношении санаторно-курортная отрасль недооценена, когда мы должны говорить о здоровье здорового человека, о его укреплении, о здоровье сбережении, это вопросы первичной профилактики. Вопросы вторичной профилактики и, естественно, лечения санаторно-курортного и реабилитации. Здесь, конечно, в этом отношении нужно сформировать национальный реестр национального фонда, провести инвентаризацию всего того ресурсного потенциала, который имеется, разведанные, неразведанные, определить, сейчас в России это делается, и слава Богу, что санаторно-курортный комплекс и лечебные ресурсы природные вошли в сферу деятельности Министерства здравоохранения. И мы получили надежду на то, что в ближайшие годы этот потенциал будет восстановлен, и он достойно будет служить главной задаче государств, правительств – здоровье, сбережение народа. Потому что здоровый народ, здоровая экономика, здоровое развитие. И без всяких перекосов. Поэтому создание национальных, подчеркиваю, национальных, это придаст и независимость, суверенитет, за что мы все боремся, каждым на своем направлении, и перспективу стабильного, устойчивого развития. Курортное дело и лечебные факторы, как оказалось, это не только медицина, это еще мощные вопросы, касающие градостроительных аспектов. Определение так называемого рекреационного потенциала. А что это такое? Это уровень антропогенной нагрузки на те территории, которые служат лечебным целям, оздоровительным целям.
определить конкретные параметры развития территории. Вот здесь должно быть 50 тысяч человек, и, извините, не больше. И какие бы деньги сюда вам не предлагались, построить там небоскребы, определить красивое будущее, сказать нет, дорогие, у нас курорт, у нас уникальные природные лечебные ресурсы, у нас режимы определены для сохранения этих ресурсов не только для настоящего, но и для будущих поколений. И вот это вот смысл будущих поколений, он должен доминировать для всех нас и в первую очередь для правительств и министерств здравоохранения, которые сегодня управляют этими ресурсами. Поэтому я в завершении еще передаю огромные пожелания процветанию этой территории и от Ассоциации курортных туристических городов, от глав 15 муниципальных образований Российской Федерации, 5 субъектов Российской Федерации. Это, конечно, города-курорты Краснодарского края, Кавказских минеральных вод, Алтая, Крыма и Саратовской области. Вот они сами пришли к нам, и мы их с удовольствием приняли, как и являюсь генеральным директором этой ассоциации. Ну вот, коротко все. И еще очень важно определить статус городов-курортов. Гагра, город-курорт, национальный статус надо сделать. Отсюда и режимы будут, отсюда будут видны параметры развития. И когда мы говорим, сегодня формируется стратегия социально-экономического развития, мы должны заглянуть не только в 5-летний период, а 30-летний, 50-летний период. Вот, в нормативно-правовом поле и определение вот этих важных стратегических элементов. Все, благодарю за внимание. Спасибо огромное. К докладу приглашается Пузин Сергей Никифорович, заместитель директора ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Миноборнауки России, заведующий кафедрой гериатрии и медико-социальной экспертизы Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, Россия, Москва. Дорогие товарищи, вы так меня представили, я почувствовал себя вообще очень глубоко уважаемым человеком. Это дорогого стоит. Значит, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я буду очень лапидарен. Потому что мне министр сказал, что у нас еще будут встречи и консультации. Да. Поэтому лучше мы это время отдадим на личные встречи, потому что не всем, ну вообще, конечно, все должны знать, что такое инвалидность, как с ней бороться и что надо делать для того, чтобы не стать инвалидом. Вы так потихоньку листайте, я буду говорить, а слайды там общеобразовательные. Ну, что я хочу сказать. За это время не только знакомились с достопримечательностями Абхазской республики, но и очень много беседовали. Надо отдать должное. Не то, что вот у нас великолепные отношения сложились с очень очаровательным министром. Он использует вот эти беседы в целях развития системы здравоохранения Абхазии. И я думаю, что мы с вами вместе все будем соавторами наших методических рекомендаций и нашего учебника, который будет общеполезен для всех врачей системы, кто занимается социальной медициной. Вы знаете, что оценка индивидуального здоровья, она определяется по самочувствию конкретного человека, наличие и отсутствие у него заболевания, его физического состояния, развития, выявленных соответствующих исследований, трудоспособности и личным ощущениям. Для здоровья важным параметром качества жизни является сохранение социального статуса. Но все вы хотите иметь статус. Если вы работаете врачом, то вы хотите быть хорошим врачом. Это естественно, тут мы ничего не добавляем. Сохранение семейного статуса тоже немаловажно, для как мужской, так и для женской половины. Ну, не буду говорить о сексуальной активности и удовлетворении от увлечения и отдыха, и возможность самообслуживания и самоухода.
Значит, уважаемые коллеги, что я предлагаю? Мы обязательно, если вы не будете возражать, у нас есть и министр, у нас есть и президент медицинского общества. Я заведует кафедрой Евгений Евгеньевич. Мы сделаем совместный учебник, он имеется, этот учебник, мы его просто, соответственно, отредактируем под Абхазскую республику со соответствующими нюансами, потому что Абхазская республика, вот мы здесь беседовали с глубоко уважаемым моим соседом, директором института, с самим президентом я беседовал, и у нас были хорошие идеи, потом президент озвучит. То есть мы пойдем правильной дорогой, и у нас будет в этом отношении прорыв. И мы договорились таким образом, что если мы с вами издадим соответствующий учебник, то нам будет легче говорить на одном языке. Вы понимаете, вот терминологически мы говорим, сейчас в основном все докладчики будут говорить о медицинской реабилитации. Но вот вы знаете, вот к сожалению, я всегда говорю и студентам, и ординаторам, у больного человека есть 3 дороги, по которым он пойдет. Правда, вчера мы открыли еще 4-ю, но она негативная дорога с этими моментами. Это поправиться, значит, и вернуться в общество, это стать инвалидом. И самое главное, когда ты становишься инвалидом, не дай бог каждому из этого состоять, это быть нужным обществу, быть социально полезным, он должен находиться в социуме. Если человек, он такой вот социально активный, если он не будет иметь социума, то фактически человек зачахнет. Ну и третий, самый негативный повод, если он не поправится, не вернется, не станет инвалидом, похороны, к сожалению. Вот в рамках, дальше следующий. В рамках определения там Всемирная организация, это вы все почитаете, я оставлю. Есть еще какое предложение? С учетом значимости, высокой значимости этого великолепного форума медицинского, я как главный редактор 2 журналов, Евгений Евгеньевич и все здесь главные редактора, но, по крайней мере, я как главный редактор своих журналов, один журнал, они все ваковские, он посвящен вопросам медико-социальной экспертизы, реабилитации и медико-социальной экспертизы, реабилитации и экспертизы, мы можем посвятить, если вы захотите, один журнал полностью, и тогда вы будете иметь наш федеральный журнал нашей системы, ну, с этими теплыми мыслями и со всеми полезными данными по этому первому форуму. Если вы будете, принимаете. Принимаем, да, вот сейчас мы как раз переглянулись с ассоциацией реабилитологов, вот и с коллегой, и с Алхасом Тхакушевым. Это очень нужно и востребовано. Я очень был рад, во-первых, познакомиться очень скромно сидит, с нашим священником. Ветеран войны. Да. И с ветеранами мы поговорим о ветеранах, поговорим о всех этих делах. Но мне что понравилось? В нашей конференции принял участие наш священник, очень глубоко уважаемый в республике и в нашей стране. Вы знаете, особенно для лиц, которые перенесли вооруженные конфликты, иногда медицина, психологи, социальные, как говорится, не помогут, лишь только владыка, как, я не знаю, обращаться к нему, или наш глубоко уважаемый священник в этих беседах. Еще на первой волне вот, афганских событий мы сталкивались с этим контингентом очень тяжелым, миновзрывными моментами, это уход личности в себя. Конечно, церковь здесь должна быть нашим соучастником, хотите вы, не хотите. Это без разницы, православная церковь, иудеи, мусульмане, но это то, без которого мы в трудную минуту обращаемся и ждем помощи. Ну, все мы люди жаждущие. Поэтому, что я еще хочу сказать? Мы поговорили с нашим министром и договорились, что при встрече с вышестоящими руководителями определить вообще систему медико-социальной экспертизы и реабилитации. Вообще, куда ее относить? Вы знаете, что я хочу сказать в общей цене? Вот лично на мой 50-летний опыт, я бы, конечно, просил бы руководство, чтобы это осталось в системе здравоохранения. К сожалению, при всей любви к Минтруду, потому что я там проработал большую часть, там нет медицинского сопровождения достаточно активного. Ну нет, просто вот надо отдать. Потом, когда вы длительное время,
этим занимаются доктора, наблюдаете своего пациента и передаете на 15 минут, чтобы определили ему ту или иную группу инвалидности, ну, это тоже не очень интересно и солидно. Поэтому еще труднее составить индивидуальную программу реабилитации. Тот, как говорится, сотрудник системы медико-социальной экспертизы, он создает индивидуальную программу, но он все равно апеллирует к вам выполнять ее. Наши договоренности в силе, правильно? В силе. Более того, я думаю, что, не открою секрета от министра, или я вам командирую сюда профессора, или вы приедете к нам, мы подумаем, это очень сложно. Я про вчерашние наши договоренности. Да. Поэтому, уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы поблагодарить наших организаторов, и нашего министра, и нашего очкастого президента за то, что они дали возможность лично мне и моим коллегам находиться здесь, дышать таким великолепным воздухом, смотреть на такую великолепную природу. Более того, я думаю, что мы начнем сотрудничать, у нас будет много общего, интересного и полезного в социальной медицине. Медицина касательно чисто клинической медицины, она имеет свои особенности. А вот наша социальная медицина, потому что я отношусь к пожилому возрасту, и я хочу, чтобы все молодые дожили, ну как пожилой возраст, конечно, не хотелось бы это слышать, но молодой, да. Но я хотел бы, мы, пенсионеры, мы сделали этот подвиг, и вот некоторые мои коллеги, мы дожили до этого возраста, а молодежь неизвестно. Сможет ли она это сделать или нет? Мне бы хотелось вам, чтобы вы профилактически поддерживали бы очаровательное стремление нашего министра на улучшение системы здравоохранения, и чтобы вы дожили, пережили, и мы все стали людьми геронтологического возраста. И я, как заведующий кафедрой гериатрии, был бы рад. Я отношусь к системе не Министерства здравоохранения, а работаю в Министерстве науки и высшего образования. И поэтому милости прошу, у нас тоже есть санаторий для, раньше он был для академиков, Академии наук, а с учетом того, я уверен, что с таким руководством вы приобретете столько знаний, что президиум, и лично президент присутствующий, он обязательно вас выберет член-корреспонденты и академики. Спасибо вам. Спасибо. Следующий докладчик Чукбар Мактина Заурьевна, врач-невролог, отделение неврологии филиала номер 7, Сухумская городская клиническая больница, администрация города Сухум, управление здравоохранения. Абхазия, город Сухум. Добрый день, уважаемые гости, участники и организаторы первого Абхазского медицинского форума. Представляю вашему вниманию тему своего доклада «Становление неврологической службы в Республике Абхазия и актуальные вопросы ранней реабилитации в неврологии». Хочу начать с того, что единственное специализированное неврологическое отделение в Республике Абхазия находится на базе Сухумской городской клинической больницы, которая была открыта более 30 лет назад. В связи с чем на данном слайде вы видите, что в наш неврологический стационар поступают не только жители города Сухум и Сухумского района, но также жители других городов и районов нашей республики. Кроме того, это граждане Российской Федерации и иностранные граждане. В следующем слайде представлена информация за последние 3 года, которая включает в себя количество поступивших больных за отчетный период времени. Кроме того, наиболее часто встречаемые нозологические формы в нашем отделении. На первом плане у нас заболевания системы кровообращения, а именно это острое нарушение мозгового кровообращения, то есть ишемические, геморрагические инсульты и транзиторные ишемические атаки. Следующее – это хроническая ишемия мозга. Кроме того, в нашем отделении проходят лечение больные с эпилепсией, а также с заболеванием нервно-мышечной системы, демиелинизирующими заболеваниями, последствиями черепно-мозговой травмы, нейродегенеративными заболеваниями и нейроинфекцией. Структура нашего отделения. Отделение развернуто на 60 коек. Из них 6 выделено на палату интенсивной терапии. Работают 7 врачей-неврологов, также логопед, психиатр, терапевт, инструктор по лечебной физкультуре, массажист,
16 штатов медсестер и 12 санитарок. Оснащение неврологического отделения. Значит, в отделении у нас эхоэнцефалограф, электроэнцефалограф, УЗИ-аппарат с возможностью доплеросканирования интра- и экстракраниальных сосудов. Кроме того, палата интенсивной терапии у нас оснащена 6 койками. Это функциональные кровати с прикроватными мониторами, а также кислородными концентраторами. Круглосуточно там дежурит медсестра и врач-невролог. Методы дополнительных исследований, используемых в неврологии. Это люмбальная пункция, техникой которой владеет каждый невролог. Рентгенография черепа и позвоночника, электроэнцефалограмма, эхоэнцефалоскопия, КТ, МРТ и ультразвуковая диагностика. Учитывая, что большую часть наших пациентов – это больные с заболеванием острого нарушения мозгового кровообращения, то хочу остановиться на наиболее актуальных вопросах ранней реабилитации больных. Вследствие высокой распространенности и инвалидизации среди взрослого населения наиболее трудоспособного возраста представляет одну из важнейших медико-социальных проблем. Среди больных, перенесших УНМК, лишь 20% возвращается к труду. Стремление остановить рост инвалидизации населения вследствие инсульта вызывает в медицине и обществе в целом огромное внимание к реабилитации этих больных. В настоящее время отсутствуют рекомендации методического характера, которые позволяют создать программу ранней реабилитации больных с тяжелым инсультом. Существующие рекомендации по ведению больных с ОНМК советуют начинать реабилитацию так рано, как это только возможно. Однако до настоящего времени нет общепринятой точки зрения о времени начала и интенсивности проведения реабилитационных мероприятий для больных с тяжелым инсультом, находящихся в реанимации, в том числе на аппарате ИВЛ. В большинстве случаев реабилитация у этой категории пациентов откладывается на поздние сроки заболевания из-за устоявшихся взглядов на реабилитационные мероприятия как на средство восстановления стабильного больного, не имеющего нарушения витальных функций, тем самым обрекая эту группу больных на увеличение срока восстановления неврологического дефицита, длительную обездвиженность и развитие соматических осложнений, в том числе венозных тромбозов и ТЭЛа. Можно предполагать, что одновременное проведение своевременной медикаментозной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений и максимально возможная ранняя локомоторная реабилитация больных приведут к снижению частоты возникновения венозных тромбоэмболических осложнений, улучшению реканализации венозных тромбозов ног, снижению частоты развития синдрома полиорганной недостаточности у лиц с инсультом, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии, и изменит структуру летальных исходов в этой наиболее тяжелой группе пациентов. У тяжелых больных с ОНМК, при которой возникает утрата мозгом своих регуляторных влияний на висцеральную сферу, приводит к развитию экстрацеребральной патологии с последующим формированием синдрома полиорганной недостаточности. Одной из основных форм экстрацеребральной патологии, которая влияет на динамику данного синдрома, течение и исход инсульта, это венозные тромбоэмболические осложнения, а именно это венозные тромбозы и тромбоэмболия легочной артерии. Причиной тромбоэмболии легочной артерии являются эмболоопасные тромбозы, большая часть которых локализуется в системе нижнеполой вены. Они диагностируются исключительно только при УЗИ-контроле нижних конечностей. Основной причиной развития венозных тромбозов является гиперкоагуляция и снижение венозного кровотока. Значит, что касается ранней реабилитации, то наши возможности в неврологическом отделении довольно-таки скромные. Но тем не менее мы начинаем раннюю реабилитацию непосредственно с палаты интенсивной терапии, начиная со 2-3 суток. В начале больному в остром периоде инсульта, как ишемического, так и геморрагического, проводится мониторинг и медикаментозная коррекция артериального давления, а также коррекция деятельности органов системы сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и основных параметров гомеостаза. То есть при проведении лечебной физкультуры мы учитываем следующие параметры. Необходимо, чтобы если больной ранее страдал гипертонической болезнью, то уровень артериального давления не должно превышать 200 на 100 мм ртутного столба. Если ранее больной не страдал гипертонией, то допускаются цифры не более 160 на 90. Конечно же, не должно быть острых нарушений сердечного ритма, и пульс не должен превышать 90 ударов в минуту.
Частота дыхательных движений не должна превышать 30, сатурация не должна быть меньше 90, температура тела не должна быть выше 38 градусов. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы быстро восстановить утраченный неврологический дефицит в раннем периоде заболевания и как можно снизить частоту венозных тромбоэмболических осложнений. Отсюда следуют наши выводы. Сравнительный анализ неврологического дефицита у реанимационных больных в течение острого периода инсульта выявил явную тенденцию в уменьшении неврологического дефицита при проведении ранней реабилитации в пассивном режиме до 1 часа в сутки. Венозные тромбоэмболические осложнения развиваются у половины больных с различным характером и локализацией инсульта, как при проведении кинезиотерапии, так и при ее отсутствии. Синдром полиорганной недостаточности развивается чаще на 4-е сутки ОНМК у 60% больных, при этом проведение ранней реабилитации не влияет на частоту и сроки развития синдрома, но способствует более легкому его течению. Проведение кинезиотерапии не предотвращает возникновение и дальнейшее распространение венозных тромбозов, однако способствует более быстрой их реканализации, в среднем ко 2-й неделе инсульта. Учитывая отсутствие повышения частоты ТЭЛа на фоне начала и проведения кинезиотерапии, у больных с острым окклюзионными дистальными тромбозами глубоких вен ног целесообразно пересмотреть показания и сроки начала реабилитации. Проведение кинезиотерапии у тяжелых больных с инсультом, в том числе находящихся на ИВЛ, выполнимо, безопасно и не увеличивает риск развития неблагоприятного исхода. Всем больным в остром периоде инсульта различного характера и локализации, находящимся в реанимации, необходимо проводить УЗИ-мониторинг вен, начиная с первых суток заболевания. Ну и в конце наши предложения. Издать государственный регистр неврологических больных и разработать методические рекомендации по реабилитации постинсультных больных. Создать материально-техническую базу для реабилитации постинсультных больных на регулярной государственной основе на базе Института курортологии города Сухум или КБРЦ города Гагра. Улучшить материально-технические условия городского физдиспансера. Доукомплектовать кадровый состав в неврологическом отделении Сухумской городской больницы инструктором по лечебной физкультуре, физиотерапевтом и психологом. Оснастить палату интенсивной терапии неврологического отделения Сухумской городской больницы более современными функциональными кроватями, которые позволяют осуществлять раннюю вертикализацию больных на ранней стадии заболевания. Укомплектовать кадровый состав реабилитологом, психологом, логопедом, инструктором по лечебной физкультуре и открыть кабинеты восстановительной терапии в районах и поликлинике республики. И в завершении своего выступления хочу обратиться со словами благодарности ко всем организаторам данного форума и пожелать им в дальнейшем новых смелых идей и больших удач. Кроме того, хочу сказать огромное спасибо за приглашение, за возможность выступить и за ваше внимание. Спасибо, Мартина Заурьевна. На самом деле хочу несколько слов дополнить. У вас очень глубокий смысловой доклад, но мы просто вас по времени чуть-чуть лимитировали, там доклад 10 минут. На самом деле я хотел бы, чтобы вы его больше дополнили, может мы как-то еще встретимся, проговорим. Мы вот вчера проводили вечерние совещания с академиком Лядовым, поговорили на одну тему по вопросам реабилитации. Первый этап, как говорится, в палате реанимации, прямо с первых часов надо заниматься уже реабилитацией помимо лечения. Вот эти вопросы, которые с уважаемым академиком Константином Викторовичем проговаривали вчера, минут, наверное, 30 мы только на эту тему вчера дискутировали, вот коллеги, наверное, подтвердят, поэтому очень важное направление, очень будем в направлении в этом взаимодействовать. Будем надеяться. Спасибо. Слово предоставляется Лядову Константину Викторовичу, главному врачу Московский центр восстановительного лечения, профессору кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитологии 1 МГУ имени Сеченова Минздрава России, заслуженному врачу Российской Федерации, академику Российской академии наук, профессору, доктору медицинских наук, Россия, город Москва. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы дополнил сразу заявку на оборудование для отделения кабинета реанимации отделения неврологии, еще и прикроватными велотренажерами, аппаратами для электростимуляции и вертикализатором с возможностью тренировки ходьбы, имитации ходьбы. Замечательное сообщение, и оно как раз
является хорошим вступлением к моему докладу, поскольку мы предполагали говорить о реабилитации пациентов раком молочной железы, и мои коллеги завтра в своем сообщении осветят эту тему. А сегодня, после общения как раз с коллегами, я решил все-таки несколько слов сказать о реабилитации в отделении реанимации и интенсивной терапии, и не столько неврологическом, сколько общехирургическая, травматологическая, ортопедическая история, которая мне представляется достаточно актуальной и важной. По долгу своей работы, хотя мы называем Центр восстановительного лечения, но мы активно участвуем в программе госгарантии по онкологии. Я являюсь представителем областного консилиума Московской области по онкологии, одного из 4. И это тот объем операций, который проводится в год в учреждениях, которые курирует наш консилиум. И, соответственно, мы имеем возможность следить за состоянием этих больных и помогать организовывать их стационарное лечение. И встает вопрос, когда мы говорим с хирургами, травматологами, вчера мы говорили с уважаемыми коллегами, которые, естественно, являются профессионалами в своей области, когда начинать реабилитацию, и здесь я не соглашусь с заведующим отделением неврологии, начинать нужно не со 2-3 дня, начинать нужно с 1-го дня поступления пациента, а если это пациент хирургический, то начинать с момента даже подготовки к операции этого больного, нужно начинать реабилитацию и уже сразу продолжать ее в отделении реанимации. Особенности лечения в реанимации, лечение острых жизнеугрожающих состояний. Как правило, это дефицит персонала, пациенты с полиорганной недостаточностью, длительной мобилизацией и то, что сохраняется до сих пор и в учреждениях в России, это тенденция к применению опиатной анальгезии. Задача реабилитации – профилактика осложнений, пневмонии, энцефалопатии, антибиотикоассоциированного колита и быстрое восстановление жизненных функций. Нам важно, чтобы пациент как можно быстрее из реанимации попал в отделение, а лучше и домой потом. И что же способствует вот этим вот мероприятиям? Поэтому мы здесь разделили, что делается часто и чего делать не нужно. Предоперационное голодание, не нужно голодать перед операцией от слова совсем. Это ужин и это высокоэнергетические смеси в день операции за 3-4 часа до наркоза в обязательном порядке. Механическая подготовка кишечника, ее делать не нужно, поскольку это мешает дальнейшему быстрому восстановлению функций кишечника после операции. И премедикация, которая тоже по современным представлениям не нужна. Что нужно? Информирование пациента и его родственников – да. Коррекция нутритивной недостаточности – да. Антибиотикопрофилактика, профилактика венозных тромбоэмболических осложнений и прием жидкости за 2 часа до операции. Не только жидкость, а, как правило, это сладкий чай, высокоэнергетическая, высококалорийная смесь. Мы можем делать разные варианты. Во время операции это нормотермия, это целевая инфузионная терапия. Мы не говорим, естественно, об операциях на мозге, о открытом сердце, когда имеется показания гипотермии, но на самом деле поддерживать нормальную температуру тела – это обязательно. Эпидуральная анальгезия, которую мы считаем обязательной и для послеоперационного ведения пациента. Короткодействующие анестетики, отказ от рутинного применения дренажей и зондов. Я до сих пор оперирую и представляю, как сложно отказаться после большой сложной операции от постановки дренажей, и тем не менее в течение, наверное, последних 15 лет, переламывая себя, не только своих сотрудников, мы перестали дренировать брюшную полость после операции любой степени сложности, начиная от панкреатодональной резекции и заканчивая онкогинекологическими операциями, которыми я сейчас занимаюсь, операции с лимфодиссекцией, мультивисцеральной резекцией с лимфодиссекцией. И, как показывает практика, отсутствие дренажа помогает восстановиться человеку гораздо быстрее и не несет никаких последствий в виде осложнений. Но точно так же мы стараемся не ставить, если это возможно, мочевой катетер, либо, если его нужно поставить, то удалить его сразу же после окончания операции. Ну и, естественно, это максимальное использование лапароскопической хирургии или мини-инвазивных органосберегающих операций. Послеоперационный период анальгезии обязательно, отказ, я уже сказал, от зондов и дренажей, их раннее удаление и раннее энтеральное питание, коллеги. То, чего мы почему-то всегда боимся. На самом деле пациента после операции, ну, на кишечнике это проще воспринимают колопроктологи, их легче бывает уговорить, предположим, человека, оперирующего пищевод или желудок, достаточно сложно
убедить его в том, что можно дать человеку сиппинг, можно дать высокоэнергетическую смесь, и для кишечника и профилактики пареза, и, соответственно, профилактики несостоятельности анастомозов это будет иметь гораздо более важное значение, чем постоянное ограничение. Пить разрешаем с 3-4 суток, есть еще там с 5-6, забывая о том, что у нас есть слюна, слюну мы глотаем, все проходит на самом деле через наши наложенные анастомозы, а чем позднее мы начинаем кормить пациента, тем выше порез и тем выше, к сожалению, риск развития осложнений в виде несостоятельности. И ранней активизации мы вчера как раз, чем и заинтересовали наших коллег, активизация пациентов в нашей клинике, ну, наверное, уже порядка 20 лет, в клиниках наших коллег, может быть, чуть больше. Мы вместе с управлением делами президента начинали внедрять так называемую концепцию фаст-трека, быстрого продвижения пациента по стационарам. Мы поднимаем пациента в день операции, после любой операции, независимо от ее характера. Это может быть операция на пищеводе, это может быть операция на желудке, это может быть эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава. Наша задача посадить пациента в кровать, поднять его, чтобы он сделал хотя бы 1-2 шага рядом с кроватью и таким образом вспомнил о своем предназначении быть вертикализированным. Соответственно, более активная реабилитация, она начнется уже на следующий день, но также в день операции проводится определенная лечебная физкультура, и если этот пациент, предположим, имеет некие проблемы с движением, то так называемые прикроватные тренажеры, которые мы тоже активно используем. Раннее интервальное питание должно быть начато в течение 24-48 часов после операции, и ранняя активизация, это вот пациентка, которую мы всегда показываем, это первые сутки, то есть эта пациентка несколько часов назад была закончена панкреатодональной резекцией. То есть это не сказки, это реальная ситуация, которая встречается в нашей практике ежедневно. И, соответственно, то, о чем мы говорили вчера с коллегами, что после эндопротезирования как коленных, так и тазобедренных суставов пациентов мы ставим в день операции, поскольку мы вчера уже говорили, что наши британские коллеги, они на самом деле проводят много достаточно серьезных исследований, убедительно доказали, что если пациент после операции по замене сустава хотя бы ночь пролежит со своими страхами, эти страхи в нем множатся, он представляет, как у него убрали его родной сустав, вставили какую-то железку, он боится, что он не сможет ходить целиком, то срок выписки затягивается на 2-3 дня. Это в Британии, где средний срок выписки 5-6, у нас еще больше. Поэтому мы поднимаем пациента в день операции, и наша задача, чтобы на 5-е сутки после эндопротезирования коленного или тазобедренного сустава пациент уходил с палочкой домой. При этом имеет очень большое значение выбор эндопротеза, поскольку, опять же, мировые рекомендации говорят о том, что пациенту после 70 лет неправильно ставить бесцементный эндопротез, который хотят все наши пациенты, потому что он дорогой, красивый, замечательный, потому что есть остеопороз, и бесцементный эндопротез будет расшатываться и будет нестабильным достаточно быстро. Поэтому как раз, когда мы говорим про наши успехи и успехи коллег, когда они показывают 90-летнего пациента, вставшего на второй день и с палочкой гуляющего, это цементные протезы, которые мгновенно стабилизируют ситуацию и позволяют, соответственно, не бояться нестабильности протеза. Для информации, значит, в Бельгии это было давно, в Евросоюзе сейчас разрабатываются рекомендации по операции замены коленного сустава в рамках дневного стационара. В Бельгии достаточно давно операция эндопротезирования коленного сустава проводится в рамках дневного стационара. Пациент вечером после операции уходит домой с таблеткой трамадола. Ну, это факт, поэтому это говорит о том, что как раз разработка современных методик восстановления после операции – это тот путь повышения эффективности нашего лечения основного. И еще раз хочу закончить выражением, которое достаточно часто применяем, когда мы начинаем говорить о какой-то идее, сначала все говорят, какой ужас, какая-то чушь, потом начинают задумываться, а потом говорят, а разве можно по-другому? Спасибо, коллеги. Константин Викторович, у нас, наверное, если вы позволите, несколько вопросов. Очень интересные доклады. Хотел бы вот переговорить по тем вопросам, которые вчера мы затрагивали, сегодня. Вот сейчас у нас идет операция, присылают мне видео по замене коленного сустава, там в прямом эфире идет операция. По международным критериям стационар дневного дня. Вечером пациент должен быть дома, правильно я понимаю? Коленный сустав? Да, коленный сустав. Ну, давайте мы подъедем, поможем пациенту привстать. Обезболивание никакой, эпидуральной анальгезии. Ну, сейчас я нюансы не знаю, я просто так, для того, чтобы мы понимали.
Это к чему все я говорю? Потому что нахождение пациентов в стационаре, масса вопросов по времени, по обезболиванию, по работе койко-дня, и экономическая составляющая, правильно? Работа... Мы с удовольствием да, готовы... Весь комплекс вопросов. Мы вчера, когда с Константином Викторовичем общались, когда он мне сказал, я сам травматолог, я помню, когда мы первые эндопротезы коленного тазобедренного сустава делали, несколько суток люди вообще не вертикализировались. А сегодня, через 4 часа, когда вы мне сказали, что вы поднимаете пациентов, ну да, был такой вот элемент... Елизавета Сергеевна, живой свидетель. Мы вот тоже, полностью поддерживаем такие направления. И хотелось бы отметить, что вот такая наука и с таким научным подходом, когда подходят вот такие, как вы, рассказывают и учат, вот идем к прогрессу. Константин Ильич, спасибо за сообщение. Вот вы сделали акцент очень важно не только про раннюю активизацию, но и про раннее питание в послеоперационном периоде. И это действительно ключевой вопрос, потому что не существует в природе ничего для нормальной репарации. Это кровоснабжение и пластический материал. Да, не накормим. Вот. Но у меня все-таки вопрос. Что вы подразумеваете под понятием раннее питание интеральное? Потому что у вас в сообщении было написано «раннее интеральное питание показано всем больным после абдоминальных операций». Но есть экстренные абдоминальные операции, есть состояние с динамической кишечной проходимостью. Вот можете все-таки раскрыть ваше такое мнение относительно понятия, что такое интеральное питание? В какие сроки оно начинается? Спасибо. Коллеги, давайте начнем с предоперационного голодания. Давайте мы вспомним, что в желудке у нас в покое находится 1,5 литра жидкости. Поэтому, когда мы отказываем пациенту в праве выпить 200 мл, это несколько лукаво. То же самое, когда мы говорим про раннее интеральное питание. Как только пациент может глотать, он должен выпить первые несколько глотков жидкости. Через несколько часов после этого он может выпить питательную смесь. Неважно, у нас это нутридринки, это фрезениус или что-то еще. Для того, чтобы иметь энергетическую смесь и начинать восстанавливаться, и для того, чтобы заработал кишечник. Если мы говорим про паралитическую кишечную проходимость, тем более нам нужно его заводить. Можно прозерином, а можно и несколькими глотками энергетической смеси. Понятно, спасибо. Информация принята. Действительно, раннее интеральное питание – это ключевой вопрос реабилитации фаст-треку. Спасибо большое. Спасибо. Пользуясь случаем, для большой аудитории очень важные моменты. Мы проговаривали такие моменты, когда на голодный желудок, там наркоз и так далее, вы сказали, если не сложно к этому вопросу вернуться, потому что у нас такое установленное правило, готовимся к наркозу, не есть, не пить, и все, если там даже ложечку водичку выпил, тебя снимают со стола. Вот хотел бы ко вчерашнему нашему разговору вернуться. Коллеги, мы начали эту тему где-то 20 лет назад, наверное, 15, если точнее, с технологии ЭРАС, наших европейских коллег. И еще раз повторю то, чем я завершал. 15 лет назад, когда наши зарубежные коллеги, когда профессор Бюхлер приезжал и спрашивал у зала, скажите, пожалуйста, кто из вас не ставит дренаж после операции гастроэктомии? Никто не поднимает руку. Прошло 5 лет, когда он задавал этот вопрос, уже, в общем, половина зала не ставила дренажи. Через 10 лет никто не ставил дренажи. То же самое 15 лет назад, когда мы говорили с анестезиологами, что, в общем-то, голодание бессмысленно, а для нас, хирургов абдоминальных, моя все-таки основная профессия, реабилитация, это уже некое развитие, это абдоминальная хирургия. Для нас тоже казалось ужасным, что человеку нужно есть и выпить жидкости перед операцией. Когда мы посмотрели результаты, когда анестезиологи попробовали, поняли, что нет ни аспирации, никаких проблем, но восстановление пациента после возникает гораздо быстрее, стало проще. Поэтому мы же вчера и говорили с вами о том, что наша задача – это вместе с вами показать некие технологии, которые могут помочь. Здесь у вас с привлечением наших специалистов, совместной работы, то есть никто не говорит, что нужно прийти и заставить. Нужно показать. И когда люди увидят, что это действительно лучше, тогда через несколько лет они скажут, что по-другому нельзя. Спасибо, Константин. Спасибо огромное, Константин. Пожалуйста, коллеги, я хотел чуть-чуть вмешаться на правах сопредседателя. У нас есть еще на повестке дня один вопрос. Если можно, Юрий Анатольевич, который является руководителем секции биомедицины Российской академии естественных наук, хотел иметь слово. Пожалуйста, Юрий Анатольевич.
Уважаемые коллеги, но эта миссия, которую президиум получил нам выполнить, должна быть с участием Анатолия Тимофеевича Быкова. Я попрошу выйти действительного члена Российской академии естественных наук, и Евгения Евгеньевича Аскасова, действительного члена Российской академии естественных наук. И миссия для нас очень приятная и почетная. Она касается вашего министра здравоохранения. Вы все его очень хорошо знаете. Не будем делать о нем подробное представление. Вы знаете, что образование он получил на самом высоком уровне. Очень много лет работал и в России, и здесь вот работает. Вы знаете его как и участника Отечественной войны. Он показал себя здесь как мужественный и ответственный патриот вашей страны. Но мало, может быть, кто знает, что он участвовал в ликвидации последствий террористических актов в городе Москве. Это взрыв на рок-фестивале в Тушино, взрыв в метро «Автозаводская», и где ему была объявлена благодарность за мужество и профессионализм от Департамента здравоохранения Москвы. Это вот дополняет его образ. И какая же награда? А награда очень почетная. Она была изготовлена на Московском монетном дворе в 1998 году в честь 150-летия со дня рождения Нобелевского лауреата, нашего соотечественника, известного врача Ивана Петровича Павлова, за вклад в развитие медицины и здравоохранения. И разрешите, уважаемый Эдуард Валерьянович, пригласить вас И мы всегда в вашем распоряжении. И давайте укреплять наши связи, давайте сделаем, чтобы этот первый Абхазский медицинский форум вошел в систему, и чтобы мы чаще встречались и здесь у вас, и в России. И для того, чтобы вы развивали медицинский туризм. Ну, это же вам Богом дано. А для этого нужно иметь мощную медицину. И вы очень на высоком уровне будете. Ведь если вспомнить, все высшее руководство отдыхало здесь, у вас, на вашей земле. И вот эти силы надо умножить и привлечь сюда самых квалифицированных людей. Спасибо, уважаемый Юрий Анатольевич, уважаемые друзья, за столь высокую награду. Вы правильно заметили, я извиняюсь, вот как-то вот, чтобы вы не спиной, очень тронут, очень ценю, и приятная такая неожиданность. То, что Абхазия будет развиваться, это несомненно. Медицинский туризм в Абхазии будет в скором времени. Бальнеологические курорты тоже будут. И в советские времена как было? Кто не был в Абхазии, да, если прожил сознательную жизнь, не был в Абхазии, значит, он плохо прожил свою жизнь. Я думаю, к этому тоже будем возвращаться, когда люди будут говорить, что мы были в Республике Абхазия. Спасибо огромное.